Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто к вам неравнодушен? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Гадать сегодня мы будем на двух данных колодах, которые вы сейчас видите на экране. Это первая колода. И это вторая колода. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем. Сейчас посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Старайтесь не скрещивать ни руки, ни ноги. Мы посмотрим, кто вы. Учитель. Вот человек, который, возможно, посещает или часто святые места, или же вы ходите, верите, вернее, в Бога, можете часто молиться. Также здесь преподаватели могут быть люди, или по натуре свои учителя. Я говорю, учите, любите. У вас потому что много знаний, и вы их передаете. Здесь могут быть даже элементарно проводники, люди, которые передают информацию в этот мир, через которых проходит информация. Ну, скорее всего, да, здесь карта смерти рядом лежит. Это говорит о том, что вы в чьей-то жизни не простой человек, а кармический человек. Даже в жизни своих подруг, вообще людей, каких-то знакомых, непростой вы человек. Вы приходите с какой-то информацией и даны этому человеку для прохождения каких-то уроков. Да, или вы пришли к нему, к этому человеку не просто так, дабы что-то ему сказать важное. Здесь еще можно сказать, что вы человек, который склонный трансформироваться. Уже, возможно, в жизни своей много раз менялись, образ меняли кардинально. Здесь характеристика ваша тоже меняется. Постоянно в каких-то обновлениях, в трансформациях. Есть над чем подумать сейчас, над чем-то глубоким. И есть момент того, что что-то в вашей жизни уже умерло, осталось в прошлом. Сейчас уже вы к этому возвращаться не хотите. Возможно, здесь люди, которые не хотят возвращаться в прошлое. Здесь у кого-то дома может быть иконы в рамочке. Знаете, вам подвластен и дьявол. Почему? Это не в плохом смысле. Иногда вы приходите на это кого-то и наказать. Может быть, даже вот касаемо это будет отношений, касаемо это будет чего угодно. Да, именно момент наказания. Вы делаете это не то чтобы специально, например. Да, здесь могут быть так складываться ситуации, что вы пришли в чью-то жизнь, вам что-то не понравилось, вы развернулись, ушли, а кто-то после стал страдать и кое-что осознал для себя. Вот, и вы как наказание, да, для кого-то можете являться. Очень яркая вы. Здесь момент человека, у которого есть какие-то признания, достижения. Всегда у вас есть какие-то цели, вы всегда стремитесь. Жизнь ваша – это, вот я бы сказала, гранит науки. Науки, обучений, уроков каких-то, даже кармических уроков. И вы кого-то учите, и у вас прохождение кармических уроков. То есть у вас тут и дьявол, и иерофант. Знаете, вот как я и ангел, я и черт. Вот такое разделение черного и белого. Здесь, скорее всего, человек, который может соблюдать правила черных сил и правила белых сил. Именно умеете или выбрать одну сторону, или держать обоих в узде. Но у вас есть вот эта вот именно граница, то есть вы
не перебарщиваете с чем-то, ни с белым, ни с черным. Скорее всего, больше отталкиваетесь от черного, а ближе к свету двигаетесь. Вам это ближе по духу. Но я вам говорю, что вы в жизни могли быть чьим-то наказанием. Вот как будто бы так оно должно было с людьми случиться, что-то. Например, даже чей-то муж ушел к вам. Для кого-то это страдание, для вас, например, это счастье. Да, то есть кто-то потерпел наказание. Именно так оно идет. Или кто-то проиграл, а выиграли вы. Понимаете? В любом случае, в жизни оно так, где-то убывает, ну а где-то пребывает. Не может везде убывать и не может везде пребывать. И вот вы в какой-то степени как посредник. Многое потеряли в жизни. Что-то показывают, какие-то большие потери были. Здесь даже кто-то терял и близких людей, дорогих людей. Или отдаление, переезды. Подругу жалко, но надо переезжать. А мы с ней вот так были близки, например. Или близкие родственники уходили из жизни. Здесь показывают, жизнь ваша, это вот как американские горки. То хорошо, то плохо. Оно не бывает все хорошо и не бывает все плохо. И вы это прекрасно уже понимаете. Скорее всего, здесь такая стальная выдержка у вас. Вы уже не боитесь, да, вам уже не страшен серый волк. Чем-то опечалены на сегодняшний день. Каким-то мужчиной или каким-то разговором с мужчиной. Может быть, его каким-то недовольством. Знаете, вы пошли в какую-то работу, в дела. Вы хотите добиться чего-то. Вот какой-то степени. Именно степени добиться. Высокой степени, высокого положения. Или высокого статуса. Или какого-то, может быть, даже стабильности в целом. У вас несколько раз в жизни было такого, что начинала с нуля. Вот, например, проработала на работе, и вот закрылась наша фирма, и мне приходилось с нуля заново, да, куда-то идти, все начинать. Или деятельность могла как-то быть, или семья, вот что угодно, переезд, все с нуля. Тут могут быть люди, кочевники, переезжают очень часто, меняют место жительства, например. Или еще легкость на подъем в плане переездов. Легко, села, поехала. Главное знать на что. И главное знать где. Вот понимаете, для вас важна стабильность. Вам важно, даже если вам что-то пообещают, то заранее вам нужны какие-то доказательства. В любом случае, для вас это в какой-то степени безопасность. Вы соблюдаете безопасность, равновесие. И вы не хотите абы куда-то ехать, непонятно куда. Вам нужны какие-то вот именно доказательства или же соломка под попой, да, чтобы уверенно могла поверить, поехать, пойти. Ваша характеристика, я бы сказала, вы человек в какой-то степени снимаете даже с кого-то какие-то грехи, тяжесть, груз. Может быть, и лечительством кто-то занимается, можете руками снимать что-то больное, черное, нависшее. Можете даже, да, здесь могут и практики смотреть, которые, может, воском чистят. С человека снимают какую-то падаль. Человек вы неравнодушный в плане чувств, эмоций, отношений. Да, вы человек, скорее, который быстро надевает розовые очки на глаза. Вот вы, бывает, и доверчивые. Любите сказки, или вот, да, вот когда вам красиво говорят, вы очень сильно на это падки, вы любите просто ушами, есть такое. Но все же со временем вы научились отделять правду от лжи и научились держать какой-то баланс или себя в руках в чем-то. Вот даже
может быть, обожглись о какие-то отношения, потому что вы сейчас думаете о каком-то мужчине именно в негативном ключе, может быть, да, который вас обидел, или же вовсе не хотите его видеть. Может быть, конфликт был между вами или недопонимание. Но вы, знаете, сейчас вот в какой-то степени сама себя балансируете в чем-то. Пытаетесь, может, даже в какой-то степени ограничить от чувств или дать этому паузу или же сдерживать себя. Да, даже вот хочется позвонить кому-то, мужчине, который вам нравится, но вы себя умеете сдержать, даже вовремя, может быть, не ответить специально, дабы показать ему, например, себя вот как женщина, да, свою женскую гордость. Вот счастливый вы человек, я бы сказала, эмоциональный очень. И громко плачете, и громко смеетесь. Кстати, могли кто-то вот над вами смеяться, но вы это остановили или утерли нос. Это может быть школа, университет, что угодно. Смеялись, но вы утерли нос. Поставили на место. Или доказали сейчас что-то этим людям, которые смеялись. Кто смеется, тот смеется последний. Здесь могут семейные смотреть люди. Или же люди, которые стремятся только к серьезным отношениям, не к поверхностным. В любовницах вы ходить точно не будете. Вы хотите гармоничных отношений. Вы не хотите, кстати, молодого. Или вы не хотите человека с какими-то отношениями. Ну, вы хотите серьезных отношений. Вы, знаете, вот скорее всего, тут мог быть момент, да, что кто-то предлагал, а он женатик, а вы отказались. Или кого-то это разочаровало. Именно когда вы узнали, что кто-то есть. Да, вы не хотите быть третьей лишней, вы хотите быть главной женщиной в отношениях. Не то чтобы там третий, а между ними главный, да, нет. Именно вы хотите быть одна, любимая и больше никого. Так, давайте смотреть дальше, если проигрывает портрет. Кто же к вам неровно дышит, неравнодушен или кто вас любит? Тут уже есть кто-то. Ох, тут показывает интернет-знакомство, кто-то за вами наблюдает, фоточки разглядывает ваши же, или же вас знает и следит за вами. И я вам еще скажу, что это могут быть человек даже с работы, или вот кто к вам часто приезжает, может быть, или видит где-то вас через окна, может, сосед напротив, да. Здесь может быть, что через окно даже наблюдают. Иллюзии составляет о вас. Вы закрытая книга. О вас информация ему неизвестна. Нравитесь вы. Вот он, кстати, часто вас видит. И это мужчина. Видит и, вот знаете, что-то представляет такого, чего нету на самом деле. Вы не такая. Но у него такие представления, видя вас, вашу внешность, он тут представляет, что вы вот какая-то определенно такая, вот как он думает. Тут даже непонятно какая, но все же он понимает, что вы для него, он о вас ничего не знает, закрытая вы для него. Но он подсматривает. Да, вы для него закрытая тайна, покрытая мраком. Он думает, что вы в семье, что у вас есть мужчина. Он вас с кем-то видел. Он вас с кем-то видел. Он считает, что это ваш муж. Мужчина незрелый, который наблюдает за вами, но показывает издалека. И у меня сюда слово еще может идти бинокль, да, человек может реально жить напротив и наблюдать через бинокль, да, или же человек видит вас постоянно где-то и какие-то вот иллюзии по поводу вас. А человек увлекается, возможно, эзотерикой,
практиками какими-то, тем самым призывая в свою жизнь счастье. Вот кто к вам неравнодушен. Но он считает вас умной очень. По вам даже, у вас на лице даже написано, что вы очень умна. Знаете, вы женщина, которая внешне выглядит вот как сама святость, как не вульгарно вы. Вы даже может быть и строго. Ваш внешний вид может быть строгим. Считает, что вот вы в отношениях, но вы это отношения как и жившие из себя, как будто бы. Почему-то он так считает, что вы в отношениях с кем-то, но эти отношения терпят поражение. То есть вы или терпите, или страдаете в этих отношениях. То есть, что вам там нехорошо. У мужчины складывается еще впечатление, что у вас кто-то еще может быть. То есть вы еще с кем-то встречаетесь. Или помимо своего мужа вы еще можете с кем-то общаться. Или у вас есть какие-то поклонники. Если человек наблюдает через интернет за вами, то он может, например, следить, видеть где-то поклонников. Может через лайки, через что-то. Кто вам ставит там лайки. Он держит дорогу по отношению к вам. Кстати, этот мужчина может отозваться. Или написать. Вот тоже вариант. Написать. Какую-то глупость. Вы воспримите, знаете, это вот в некой степени даже как-то остро. Или же момент такой, знаете, вот как наивный мальчишка. Но он к вам с чувствами, он просто не знает, как к вам подойти. А вы в этот момент или будете нервничать, или же будете вот как-то отталкивать человека. Вы ему очень сильно... Ну, тут симпатия, ваша внешность. А почему вы нравитесь? Потому что внешность ваша очень сильно нравится. Но в то же время он еще видит вас, внешние данные. Вы такая строгая, как учительница. И вот по вам сразу видно, что вы женщина не какая-то одноразовая. Да, вот именно вы ищете любви. Вы хотите серьезных отношений. Вы, может, даже на выборе перебираете, но все же вы ищете что-то серьезное. Чувствует почему-то он, что вы не удовлетворены отношениями. Может быть, даже вот, да, человек может видеть, что вы постоянно выставляете фотографии свои, да, где вы красивая такая. И вот кажется, складывается чувство, что вы внутри одинокие. Да, раз у вас столько времени, и плюс вы проецируете себя. Или же здесь человек, у него складывается впечатление, что вы любите себя очень. Но почему-то он чувствует, что вы несчастны в любви, в отношениях. Давайте еще посмотрим, кто же к вам неравнодушен. Кто еще к вам неравнодушен. Здесь не просто неравнодушен. Здесь человека аж изливается именно, да, внутреннее состояние по отношению к вам, чувства. Тут переполнен эмоциями. Ну, такой хитрый очень человек. Это мужчина, опять незрелый. Девчата, незрелый тип. Он на каком-то выборе или в иллюзиях. То есть, знаете, вот есть поверхностное что-то. Вы хорошо с ним не знакомы, да. Может, было какое-то общение, может быть, где-то переплетались. Может быть, кстати, у кого-то была даже борьба между или спор какой-то
между вами и этим человеком. Также могло быть какая-то денежная операция или умственное, то есть это знание. Может быть, учились где-то вместе. Человек перебирает информацию. Кстати, знаете, что самое интересное, что человек-то вас знает уже давно, как будто бы. Тут давно знает вас. Вы старше него. Или же более разумнее, нежели он. Здесь показывает вас в лице зрелая, умная такая. Он тоже не дурачок, но он может быть просто незрелый, не знает, вот как к женщине обращаться, да, правильно, там, или ведет себя иногда по-детски. Но также в большей степени, скорее, по возрасту, по годам, может быть меньше, младше. В то же время человек в обучении, вы в обучении показывают, вы отвернуты, вам такие не нравятся, или вам, скорее всего, было общение какое-то, но я вижу, что вам этот человек не заходит, не нравится вам этот человек. А у него о вас приятные воспоминания и эмоции. Он очень часто в этом пропадает. Что-то ему в вас нравится. Считает, что вы резкая бываете, но вы в то же время очень серьезная. Хотел бы с вами чего-то конкретного, серьезного, но он понимает, в чем-то не дотягивает до вас. Тут они что он не сможет осилить именно какие-то ответственность, какие-то дела, связанные, вот как мужчина, например, да, нужно заботиться о семье, вот это он себя просто не может представить в этом. В то же время и вы интеллектуал показывают, и он. Может быть, даже что-то общее, какое-то обучение вас связывало с этим человеком когда-то в прошлом. До сих пор вы в его мыслях, он что-то вспоминает. Что? Что вы в одночасье пропали из его горизонта. С его горизонта. Но то, что у вас какие-то свои дела, вы деловая женщина, он считает, вы можете быть и карьеристкой, или любите побогаче, покрасивее, вот что-то, да, вот такое. Он понимает, что он этого дать не сможет. Но если бы было желание, было бы что-то у него, он говорит, то я бы ее повел в ЗАГС, я бы мог с ней договориться. То есть, да, тут считает человек, что возраст не помеха, что можно бы было с вами вот как-то быть вместе. Почему-то вот возраст не возраст, да, здесь речь даже не о возрасте скорее пойдет, а о том, что вы можете выглядеть вот как его ровесница или даже младше, нежели он, понимаете? И вот он не видит этой разницы возраста. Но все же, да, например, если бы вы честно признались, сколько вам лет, сколько ему лет, может быть, его это немножко насторожило, но все же он как-то об этом думал вообще в целом. Не о вас, например, да, а в целом о возрасте. И он понимал, что возраст любви, все возрасты покорны. И что в возрасте нет предела. Да? Вот нравится, например, женщина, но если она и старше, даже почему нет, если нравится? Вот как-то так он рассуждает. Он бы хотел с вами связать узы брака. Этот мужчина, он еще с кем-то может говорить, но знаете, вот как? Не так конкретно, что вы нравитесь, да, а вот с кем-то говорить, но вас или называть каким-то другим именем, да, чтобы, или вот говорить, что у моего друга что-то-то там, кто-то-то там, отношения, например, или девушка. Но он не говорит это о себе, вот как-то не параллельно, да, а косвенно говорит. Рассказывает. Но это почему-то идет, знаете, с чем? Вот он говорит о чем-то, он какую-то информацию вытягивает для себя. Или, может быть, совет спрашивает, но он не говорит, что он влюбился, он говорит, у меня там друг влюбился. Да, вот, и стоит ли?
Ну, а друг говорит ему, ты взвесь все, проверь. А на ресурсы, проверь на ресурсы, смотрите-ка. Проверь, сколько у нее там в кармане, звенит или нет. Понимаете, о чем речь? Угу. А вот только потом, ну, если ты понимаешь, что там что-то есть, именно касаемо финансово, материально, что женщина обеспеченная, если, да, почему нет? Да, ты будешь счастлив, выходи замуж, вернее, женись, бери под венец. Но здесь совет идет, опять я говорю, косвенный. Это вот он спрашивает, но он не про себя как будто бы, а сам про себя. Да, здесь может разговоры вести определенно. Кстати, он видит вас ресурснее, но ему это не надо. Он хочет мужиком быть. Такой вот. А вот дружбан по-другому думает, иначе. Он думает, что женщина должна быть обеспеченная. Тогда подумает. Нет, он сам хочет, он сам все хочет делать. Такой настырный. Ему не важно, тяжело, не тяжело, он сам хочет нести ответственность. Да, женщина мне нравится, я женщину люблю. Я бы хотела нести ответственность сам. Но не надеяться на ее деньги. Видите, здесь показывает кошечку с деньгами. То есть не надо ему этого. Он любить хочет, вкладываться. Смотрите-ка. Такой он молодой, но он очень серьезный. Тут не о каких-то, да, легких отношениях, там, переспал и уехал. А здесь именно человек думает, вот даже, вот знаете, как строит какие-то вот представления, что вы уже вместе. Может, визуализирует планы. Вот какой бы был дом, да, вот как вы могли бы там быть хозяйкой. Вот такие уже представления, мечты. Вы для него мечта. Такой он, знаете, весельчак, может быть, да, развеселить. У него очень прекрасное чувство юмора у человека. Все у него в порядке насчет мужского достоинства, да, имеет он свой характер. Вы знаете, мужчина чего-то добьется и приедет к вам. Вот в любом случае тут дорога идет от него к вам. Хоть он и моложе, но человек будет проявлять в вашу сторону какие-то шаги, добиваться. Но он вот сейчас, он что-то вот зарабатывает, но вот он думает, когда он зарабатывает, он думает, что это для вас. Может человек подарок готовить. А он станет королем, этот мужчина. Он станет мужчиной. Вот оно что. Вы на самом деле с ним были знакомы. У вас были какие-то денежные отношения. А может быть, в прошлой жизни вы были с этим человеком знакомы. Потому что здесь идут какие-то деловые, денежные отношения. Да, может быть, что-то, совместный бизнес у вас был. И здесь вот показывают именно, если вы вот как пара сойдетесь, здесь может быть именно ваш суженый ряженый, то вы вместе будете с ним что-то делать, создавать, зарабатывать. Причем у вас и у него, и у вас, вот, да, если бы вы раздельно были, вы столько бы не заработали, да, вот ни вы, ни он. А вот когда вы вместе будете, у вас вот как лодка поплывет. Построите лодку и поплывете. Вот как-то так. Здесь еще может момент быть, и даже вот если вы с ним сойдетесь, переедете, вы там жить не будете уже. Ни он и ни вы. Вы можете быть с одного города, но вы переедете оба два, если вы с ним сойдетесь. Он как мужчина вырастет. Он, правда, вырастет здесь. Будет вас совращать. Совращать подарками какими-то, поездками. Башня выходит. Здесь кто-то будет вмешиваться в ваши отношения. Мешать. Да, вы с этим человеком встретитесь. Человек сам к вам проявит инициативу, шаги. Но здесь я вам сразу говорю, у вас кто-то будет, какая-то зараза около ходить, которая будет вас ревновать, которая будет палки в колеса вставлять вам. Вашей паре или вам конкретно, да.
Мужчина это может быть, да, который вас очень сильно любит, но который вам ничего не дает. Знаете, вас вот как отобьют. Вот, причем, а вы-то пойдете на это, вы подумаете очень хорошо, но вы на это пойдете, на что-то. На новые отношения. Или можете уйти из каких-то отношений в новые отношения из-за какого-то мужчины. Также здесь еще показывают, кто одинок конкретно, воспрянет что-то из прошлого и начнет в вашу жизнь лезть, мешать, вот как-то в какой-то степени, даже я бы сказала по башне, пытаться разрушать вашу жизнь или вашу совместную с кем-то жизнь. Вот какая-то пакость. А получится ли, давайте посмотрим, разрушить эти отношения. Получится ли разрушить? Нет. А самое интересное, что кто вот достал нож, от него и погибнешь. Кто хотел их разрушить, сам получит. Колтушкой по голове или поварешкой. Вот реально получит. Еще обижаться на вас будет, что это вы виноваты. Тут может даже вот как несчастный случай какой-то в пути произойти с этим человеком. Или человек на это шел, то есть дорогу держал к вам, например, да, чтобы что-то сделать. И раз что-то вот именно с этим человеком случается, и причем человек понимает, что это не просто так, и что это вы виноваты. Почувствует, на своей коже почувствует. Я вам говорю, девочки, вы на каком-то выборе встанете, причем сложный будет выбор. А знаете, вы куда пойдете? Вы, во-первых, будете слушать свою интуицию. Пойдете за батюшкой в церковь, например, или вообще в храм пойдете. После храма придете, и придет правильное решение. Вот я вам советую, когда такое происходит, когда вы не знаете, так поступать или иначе, и ты не знаешь, где взять совет. Вот очень тоже хороший момент сходить в церковь, посетить храм. Когда вы зайдете в храм, про себя читайте молитву «Отче наш». Один раз достаточно прочитать. Если вы мусульманской веры, то вам нужно пойти в храм, свою молитву прочитать. Или же зажечь свечу, даже элементарно. Православным свою можно свечу, а мусульманам можно зажечь белую свечу и прочитать свою молитву. И я вам скажу, в течение вот так 3-5 дней может поступить информация такая странная из ниоткуда, как будто бы, но именно для вас это будет... Вы поймете, что это из-за того, что вы молились, да. Но об этом в голове не держите. Вот вы помолились и забыли. Любой ритуал, неважно, чистка это или что угодно, черные ритуалы, белые ритуалы, о них всегда забывают, как будто этого и не было. Потому что это эффективно работает. И вот в течение 3-5 дней придет та информация, которая вот покажет вам, просветит как фонариком этот путь. Понимаете? И вот когда вы встанете на выбор, у меня такое чувство здесь складывается, что вы или будете молиться в этот момент, или чиститься. Да? Здесь момент приема белых ритуалов. То есть это может быть исцеление, чистка, что угодно. И вот только тогда вы услышите для себя ответ. Причем я вам сразу говорю, что у вас отношения вот как или по-новому, или новые, да, совершенно новые. То есть, скорее, может, по-новому тоже начнется. Да, было вот такое легкое, мы с тобой были знакомы, но вот как-то, да, или виделись взглядом, может быть, я у тебя там была в магазине или где-то, да, а он, может быть, имеет этот руководитель этого магазина, или там это его магазин, или вот где-то вы встречались, например, или, может, даже перекидывались словами, общались, и вот потом вы с этим человеком уже близко сошлись. Но пока только видели, а может быть, в телевизоре его видели. А потом же в реальной жизни вы с ним познакомились. Здесь показывают момент, тот момент, когда
вы зададите вопрос, что вам делать, уходить или оставаться, вы поймете, что у вас вот как денежный канал открылся, у вас деньги стали появляться, или зарабатывать вы стали лучше, или зарабатывать в общем стали. Да, вы поймете, что все было сделано верно, и верно выбран путь. Вот где-то не оставаться, из чего-то уходить. Там, где было скорее больно, да, и из какого-то подвешенного состояния жертвы, будете уходить. Пути. Куда-то момент отправления будет. Поедете вот как повидаться с кем-то. Или вот, знаете, насиделась дома, захочется куда-то съездить. Или в одном и том же городе насиделась, да, вот захочется за город или куда-то полететь, поехать. Ноги сами будут идти. Я вижу у вас на ногах вот как будто бы колтушка какая-то тяжелая привязана. Тяжесть в ногах, или вены могут набухать. Или вот знаете, как тяжело встаете, ноги тяжело идут. Тяжелая походка может быть у кого-то. Вот когда ходите, не ходите, не цокаете, а топаете. Топаете. Да, тяжелая энергия может быть в ногах. Плавать надо или в воде держать ноги. Насыпьте соду, соль и подержите ноги в воде. Здесь показывают, кстати, что самое интересное, да, вот человек, да, к вам неравнодушен, а вы будете иметь такую проявлять, а вы так не умели поступать с мужчиной. Здесь показывают женщину, вот раньше в отношениях вы поступали по-другому с мужчиной в таких-то каких-то определенных ситуациях. А здесь, в этом случае, вы сами удивитесь сама над собой, что вы умеете так поступать. И не стыдитесь этого. Ну, например, да, он дает деньги, а вы берете спокойно, давай, да, вот как-то не стыдно. А раньше бы, например, стыдилась. Или же... Не боитесь сказать то, что вы чувствуете или что вам не нравится? Раньше, может быть, вы такого не говорили, да, напрямую, но вот сейчас будете заявлять, и тем самым показывают не то чтобы заявлять, да, то есть вы не боитесь человека, или вы не боитесь потерять, и вот на этом моменте у вас как будто бы крепче отношения. И я вам скажу так, мужчина еще такой, вот он почему-то здесь показывает, что вы носом воротите, но он женщинам нравится, этот мужчина. Нравится женщинам. Милый, приятный. А все же у вас есть чувства, но вы будете, знаете, носом воротить именно потому, что что-то было больно у вас в жизни, и вы не будете этому спуска давать. Вы понимаете, что любви надо давать мужчине меньше, нежели вся раскрываться и сразу, потому что потом, да, могут сделать больно, или вытереть ноги, или будет это воспринимать как норма, что я должна столько давать всего. И любви, и заботы, и тра-та-та, да, всего. Но здесь определенно у вас будет отношение другое. Тем самым я вижу, у вас появляется ресурс. А у кого-то здесь проиграется так, что у вас появятся ресурсы, и вы здесь вот в какой-то степени являетесь такой главнокомандующей. Вы выбираете. Вам все же понравится человек, и его вот это вот какая-то, знаете, вот пахнет магией, и пахнет вот какой-то именно, я бы сказала,
Он мастер чего-то, мастер. Вот это вот мастерство его вас притянет. Но я вижу, вы сможете этим мужчиной управлять. Он тоже умеет управлять. Вы не думаете, что он такой какой-то добрый, например, и что на нем можно поездить. Нет. Но при том, что вы сможете управлять. Но здесь не говорит о том, что вы как-то агрессируете. Нет, наоборот, да, здесь момент чувств есть у вас. Вы просто боитесь открыться вся как книга. И это правильно. Здесь какие-то определенно у вас сложился определенно какой-то опыт после прошлого чего-то, что вы держите на самом деле такое, знаете, кнут и пряник, а не только пряники. Вот так. Это не говорит о том, что вы какая-то здесь плохая в этих отношениях. Вы просто следуете безопасности своей как женщина. Да, вот я женщина, я слабый пол. Меня никто не защитит. И вот определенно здесь включается какой-то ваш защитный рефлекс. Рефлекс, но с осторожностью поступайте. Но вот вы себя ставите здесь на пьедестал, как женщина. Не как холодная какая-то королева черствая. Нет, тут как женщина. Просто уважайте себя как женщина. Да, я не раздаю себя налево-направо. Со мной так нельзя. Вот такое какое-то отношение. Вас за это любят больше и уважают. Вот так вам скажу. А это, в принципе, оно так и есть. Так оно и есть в жизни, в психологии. Если вы не будете уважать себя, не уважать будут окружающие вас. Вот так оно. Это все считывается. Я вижу здесь взаимная любовь все же. Но вот просто вы аккуратничать будете просто. Вот так вот. А мужчина, кстати, к вам с сердцем, теплом. Здесь, кстати, и мужчина вас обеспечивает, и вы себя обеспечиваете еще. Да, момент, что вы что-то зарабатываете тоже. Да, хотя вас и мужчина обеспечивает. Мужчина обеспеченный будет. Вот он, вот знаете, как растет. Но человек именно вот как скоро, да, для себя что-то именно такое получит, что для вас деньги показывают, что для вас будет именно важным. Да? Когда мужчина зарабатывает, вы его рассматриваете уже посерьезнее. Не потому что за его кошелек, потому что у него мозги есть. А если у него есть мозги, соответственно, вы любите скорее за интеллект, за мозги, нежели да, то, что внешняя оболочка. Вот так вот вы определяете. А мозги – это заработок, это дела какие-то. Не просто там обещанием «я тебе прибью гвоздь», так и не прибил. Да? А это вот просто пошел молча и сделал. Все, один раз попросила, и понятно, а не 10 раз без толку просить, умолять, на коленях прибить гвоздь. Так, дальше смотрим, кто еще к вам неравнодушен. Ой, у вас к вам неравнодушна фортуна. Здесь скоро сулит какое-то реально счастье или замужество, семейный очаг тут показывает, или совместное проживание, да, или тут еще показывает дом полная чаша, то есть в доме полная чаша. Здесь неравнодушны вы к покупкам и покупки к вам. Будете что-то покупать такое красивое, на зависть всем называется. Что-то вы купите, люди будут завидовать этому. Побрякушка или что угодно, платьюшко, наряд, например, или внешний ваш вид. Да, вот такая женщина в расцвете сил, или женщина расцвела, или вот показывает, что вам это прям так идет, то аж на зависть. Вот как-то будут именно смотреть ваш адрес и завидовать. Кто к вам неравнодушен? Покупки, какая-то вот именно наведение красоты. А вас переживает какой-то мужчина, страдалец. Ой, и ревность здесь, и злость. Вы его кинули. Он говорит, что вы его бросили. Или не обращайте на него внимания. Он вам не нужен. Тут такое горе, слушайте. Иностранец или человек с другого города? Приезжий, да, идет. Может иностранец быть. Тут, знаете, ну тут есть какой-то степень слабости у человека.
Я без нее умру. Но я ей не нужен, потому что у меня ничего нет, или я нищий. Плачет, о чем-то сожалеет. А вы красавица, вы ходите, красуетесь. Он на это смотрит, и ему плохо аж. А у меня такое чувство, что вы уже знакомы с этим человеком. По крайней мере, были знакомы. Здесь и физическое желание. Ой, он тут такие воспоминания у него. Он вспоминает близость. Или вспоминает последний ваш какой-то разговор. Вы мудра. Вы красивые, вы изобильные. В от жизни получаете все. Или вам достается все самое лучшее. Знаете, тут человек о чем-то жалеет. Но он понимает, что он в чем-то не дотягивает или тормоз. Часто. Он никого не хочет. Он никого не хочет, он хочет только вас. Он хочет начать или все сначала, или чтобы вы родили детей, или между вами уже есть дети. Да? Здесь может быть речь даже не то что о детях, а о том, что вот есть момент сожаления, что я не ту выбрал, или не ту жизнь выбрал, или не тот путь выбрал, или неправильно поступил. Я сожалею об этом. Да, разрывать на части, но сделать уже ничего не может человек. Здесь человек слаб, реально. Человек может или спиваться, или с чего угодно, да, вот именно жизнь свою под откос вести. Да, жизнь его пошла под откос. Но, знаете, у него есть шанс, но почему-то он его не берет. Да, вот есть какой-то шанс в жизни, но даже бы мог и к вам пойти навстречу, но он боится вас. Или боится подходить. Может быть страх, может быть неуверенность. Да, здесь именно показывает какая-то есть определенная у человека слабость. Кстати, это был ваш кармический партнер. Это мог и семейный быть бывший. Это могли быть отношения, которые, знаете, тоже сулили в себе какие-то перспективы. Но человек себя повел иначе. Здесь вот кто-то, или он сам перекосил дорогу, накосячил, или кто-то помог именно накосячить, перекрыть вам путь. Смотрите, да, какие карты. Да, вот как разбили любовь. Он понимает, что он ни с чем и ни при чем остался. Знаете, он считает, что вы пойдете с другим человеком, нежели с ним. Поэтому без толку биться. Вы сейчас лучше живете, но человек скорее может попытаться общаться с вами или наладить именно моральное. Здесь именно общение наладить. Но я вижу, что вы от него будете закрыты. Вы в новых отношениях. Ага. Нет, вы идете в новые какие-то отношения. Вам уже не надо. Тут показывает момент свадьбы, ЗАГСа или дом с кем-то. То есть в чьем-то доме, в чужом. Как сказать в чужом? В своем, но в другом доме. Даже не там, где вы сейчас находитесь. Вы будете в другом доме. Кстати, показывают бумаги и казенный дом еще. Знаете, что интересно здесь выходит? Не знаю, у вас есть подруга, да? Если вот кто-то у вас есть, как будто бы вам постоянно в чем-то или завидует, или у меня прям, знаете, локоть вот ходит. Вот я сижу вроде как ровно, да, а локоть у меня вот так вот делает часто. Тут сразу вот что идет, кто-то около вас или близко трется, или с вами часто разговаривает, но человек какой-то вот именно держит зависть.
что-то его не имет, или не спится по ночам, или часто думает именно подруга какая-то, или да, вот знакомая. Кто под локтем у вас? Кто? Так, давайте еще посмотрим, кто же к вам неравнодушен. Слушайте, тут одни мужчины. Это женатик сразу. Это женатик. Альфонс. За женский счет пожить. Угу. Поманипулировать, дабы деньги дали. Еще, знаете, такой тип, вот послушайте, даже вот ради интереса, да. Я вижу, что вам это и не надо, этот мужчина. Ну вот смотрите, какой тип. Да, и такое бывает. И не стыдно же, и не стыдно. Альфонс смотрит в вашу сторону, вы ему нравитесь. Здесь есть даже и сексуальный интерес, да, вот именно физически вы его сильно притягиваете. Но человек пользуется дарами, которые дает ему какая-то женщина. Или кормит, да, или живет за ее счет. Женщина впрягается, я вижу, работает, зарабатывает. Женщина старше него по возрасту. Может быть, вы понимаете, о ком идет речь? Но он в паре находится и смотрит на вас. Он младше нее. И причем он такой тип, он еще ей показывает свои, как говорится, рожки. Да, вот это мне не нравится и так далее. Показывает свой характер такого капризного ребенка. То есть человек вытирает ноги. Человек пользуется чьими-то благами и готов был бы даже вот изменять. Да, или скорее уже это делает. Он смотрит на сторону. Да, человек может не только на вас смотреть, но к вам неравнодушен. Тут есть момент, что вы, вот знаете, как мечта. Да, вот о такой женщине мечтают мужчины. Или здесь еще такой момент может идти, да, мужчина, что у нее есть за что ухватиться. Вот какие-то, да, свои бурные фантазии. У нее есть или тоже что взять с нее. То есть выгоды, финансы. И в физическом плане, да, и выгодно финансово. Да, вы для него, вы, вот как он считает, женщина ресурсная или рабочая такая. Не сидите на месте, зарабатываете, умеете, принесете воду, да, а он будет сидеть на диванчике. Дадите ему страстей. То есть он видит вас страстную и перспективную. Особо. Сильная вы. Но вы знаете, сильная, вы уши-то развешивать не будете. Вы пошлете куда подальше, если вы почувствуете, что что-то не так. Понимаете? Вы таких, как орешки. Вы знаете, как таких раскусить. Да, представляет вас, смотрит, может быть, где-то даже на расстоянии, наблюдает за вами. Втихомолочку от своей любимой. Вот так это назовем. Причем как любимой, в кавычках любимой. Человек пользуется ее ресурсами. Он не прочь бы и вашими попользоваться. Вот так вот. Ненадежный человек. А какой от него толк там? А знаете, вот он такой сякой, но вот что самое интересное, он тоже посланник. Он такой же, как вы, посланный. Вы не просто так приходите в жизнь людей, так же, как и он. Вы знаете, сколько уроков он преподал женщинам? Тут, скорее всего, было много женщин в его жизни, и для каждой женщины он был уроком. Он приходил, пользовался и уходил, как ему удобно, да, вел себя именно так, налегке, ни за кого не цеплялся, не держался, а, скорее всего, держался за что-то, что имеет ресурс. Где лучше, где богаче, где больше, где удобнее котику полежать. Да, там он и был. Но когда он уходил, он оставлял после себя слезы. В плане того, что, да, может быть, женщины страдали. Тут нечист на руку. Да, человек склонен к воровству или вот к каким-то таким вот опустошениям кармана. Но человек не прочь пользоваться женским ресурсом. Причем может даже как-то этого и не скрывать. Или же это видно, да, проявление такое.
Вот так вот. А что, пусть знают. Да, вот хоть ясно, что он вам не нужен, но вы будете понимать, какие бывают мужчины меркантильные. Не только женщины, да, говорят, женщины меркантильные. Мужчины тоже меркантильные бывают. Поверьте. Еще какие. Но здесь я бы не сказала, что прям вот так аж не... Как объяснить? Тот школьная скамья или когда-то давно-давно в прошлом вот кто-то влюбился в вас в садике, в школе или где там, в школе, может быть, или в институте, и до сих пор это вспоминает вас по сегодняшний день. Вы интересны этому человеку со школьной скамьи или в школе вот где-то. Он вспоминает какие-то моменты, и, знаете, человек был в вас влюблен, и по сей день вы ему интересны. Ему интересно, как вы там поживаете. У вас, возможно, был конфликт с этим человеком, или вы не особо на хороших нотках общались с этим человеком, да, или человек мог вас обижать, мужчина мог вас обижать. Вы нравитесь, но информации о вас нету, мало информации. Где-то собирает, спрашивает. Через родственников, через знакомых, через друзей, через одноклассников, через кого угодно. Может, интересовался у вас. Но что-то, какая-то есть информация сейчас свежая о вас. Человек видит, что вы очень сильно поменялись. Вы другая женщина. Но все же вы ему нравитесь. Он видит вас в каких-то отношениях. Привлекательная вы очень, и вы манипуляторша или руководите сама своей жизнью. Знаете, королева такая. Хоть вы в отношениях, но вы вот как матриархат, там главное. Считаю, что вы раньше такая были, брали какую-то ответственность в свои руки или чем-то руководили. Да, у вас вот такая вот принципы какие-то у вас есть. Такая революционерка, ему это очень нравится, активная. Но информации о вас мало. Хотелось бы больше. Да, по сей день он влюблен в вас. Да, и вы вот как-то тут может расстояние быть какое-то. Далекое расстояние, или это было давно. Он не то что злится, обижается или расстраивается, что что-то найти о вас не может, какую-то информацию. Интересная вы ему по сей день. Ну-ка. Хитро. Кстати, может быть, даже хитро заходит не его аккаунт, но он к вам заходит, понимаете? Это может через интернет видеть где-то что-то с других страниц, испытывать чувства, эмоции. Он женат. Он женат. Одни женатики пришли. Он свою жену, кстати, выбрал такую, которая похожа на вас. Определенно он что-то о вас помнит, какие-то есть моменты. Да, и вот когда он встретился со своей женой, вот он увидел что-то ваше в ней. И поэтому женился. Вот что-то, черта характера или внешние данные. Я вам скажу насчет того, что да, он неравнодушен, но человек в вашей жизни уже не появится. Да? Тут нет какой-то судьбы, встречи. Навряд ли. Да? Человек там, в тех отношениях. Просто он понимает, что он вспоминает вас как свою первую любовь. Очень часто. Вспоминает именно какой-то... Дети у него, кстати, есть. Может, 2 детей. Вспоминает такое отношение... ваше. И вот он очень часто вот сравнивает жену с вами.
Но он, был у него интерес где-то вас встретить, найти, повидать, как вы выглядите, как у вас сложилась жизнь, да, какой-то вот есть такой интерес. И человек, возможно, вот что-то наведал или нашел о вас сейчас, сегодняшний. И он в чем-то даже удивлен, вообще удивлен, как вы сильно поменялись. В лучшую сторону причем. Здесь показывает императрицу. Вы добились чего-то, или вы имеете какие-то большие возможности, или живете за границей, например, да, вы, значит, чего-то добились, если вы живете за границей. Хотя это тут переживания какие-то у него сейчас по поводу семьи. А тут не все так гладко, поэтому и я и говорю, что и не зря он вас вспоминает. Там не все так гладко. Да, есть семья, да, есть дети, но, скорее всего, не так-то все хорошо, раз он вспоминает или представляет другую женщину. Да, когда все хорошо, никто никогда не будет представлять другую женщину, да, или какие-то трепетные чувства к другому человеку. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе, и до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.